Нью-Йорк, 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 1, 9, 7, 9. Ночью, лукобызная. Ничего, мой меня вытащит. Как узнает, так сразу вытащит. И когда ж это будет, лапуля? И что, твой тебя вытащит, напиздуешь снова на улицу? Ой, ну ладно, бля, на улицу. Там мое место, между прочим. Я для него неплохо зарабатываю, верно? Он знает, что я хорошая девчонка. Твой, это тьфу! Вот мой Джонни всегда говорит, что если я не сотру себе задницу на работе, он меня домой не пустит. Вот что твой? Мой говорит, без 200 даже не возвращайся. Ой, 200? Да 200 это херня, это меньше, чем ночь работы. Я должна приносить 4, это мне вообще спать не даст. А мой он самый крутой. Да ладно, засранка, если я не принесу 800, то вы меня так измудохаете, что потом хуй встанет вообще. Ты ж наркоманка. Ну. Что? Я вообще этого не употребляю, это вы все наркоманки, мне ли не знать. Что с тобой, милая? Эй, ты уже там час сидишь на толчке. Ой, девочки, больно, мне кровище хлещет второй день. Ой, на себе голову разъебошит. Что, мазать надо, да? Тише, слушай, давай голову с хитрым обмотаем. Тебя ж точно расхуячит. Тише. Тебе, лапонька, к врачу надо. А врач говорит, походу выкидыш. Эй, надзирательница! Может, подойдешь? Ой, девочки, блин, точно выкидыш. Надзирательница! У нас тут у девочки выкидыш! Ну сделай хоть что-нибудь! Где ты сказал? Да здесь тебе не отель, милочка. Хорошо, ты было лучше. Сейчас даже пожрать не дают. Слушайте, дайте вы поспать, а? Ну это единственная возможность. Что шумите, а? Поспать, посрать, да ты определись вообще. А нахера тебе спать? Ты спишь на работе. А у нас тут вечеринка. Все, ну вы и дуры, а? Ну успокойтесь, ну дайте вот отдохнуть. Это единственная возможность, а то снова на улицу. Лесбиянки – это женщины, которые делают все по-своему, а не так, как хотят мужики. Лесбиянки предпочитают извилистые коридоры чувственности прямым дорогам к намеченной цели, когда всего мало и хочется больше. Лесбиянки создали свой маленький мир глубоко внутри, отдельно от мира. То, что обычно называется миром – это мужской мир. Извилистые коридоры чувственности приводят к зависимости от иллюзий. Тишина и обман – реальная правда. Или ты любишь кого-то, или не любишь. Когда ты любишь кого-то, ты либо кайфуешь, либо готова покончить с собой. У меня нет никого, кого я бы любила, или я не знаю, могу я любить или нет. У меня есть воспоминания. Я помню, как только мужик меня выпьет, я как собака сразу теряю к нему интерес, к этому мужику, который только что меня трахал, и в которого я была влюблена до безумия. Тогда зачем мне платить $100 000 за билет и мчаться в Торонто, чтобы меня выебал кто-то, кого я, может быть, и не люблю? Я не знаю, люблю я или нет, не знаю, могу любить или нет, может, я в этом смысле вообще урод недоделанный. То есть отдать за билет $100 000, и как только мы с ним переспим, я сразу стану терзаться, потому что я буду делать не то, что хочу, не совсем то. Я не могу жить нормально, то есть нормально любить, а значит, у меня больше нет жизни. Мир — это серый посвет, подделка, весь Нью-Йорк сплошная подделка, все пройдет. Мои
друзья сходят с ума, они знают, что сходят с ума. Беда — это единственное, что еще происходит. И вдруг эти новые островки посреди фальши зародыша нового. Я жду, я хочу посмотреть, что из них вырастет. Я хочу, чтобы в Нью-Йорке было еще больше ужаса и беды, потому что я хочу посмотреть на то новое, что случится в этом году. Женщина, которую мучили любовники, да, и она сама их мучила, так что теперь стала фригидной. Она больше не хочет видеться с мужем, между ними ничего нет. Ее муж согласен, что между ними ничего не осталось. Но так не бывает, чтобы не было вообще ничего. Здесь так не бывает. Только смерть — это ничто. Теперь речь людей для нее ничего не значит. Она не хочет произносить бессмысленные слова. Женя больше не хочет видеть мужа. Качество жизни в этом городе отвратительное, хуже некуда. Большинство людей глухонемые, они кричат только внутри. Кровь. Столько крови внутри, и она вся обрушится. Еще! Потому что внутри — это снаружи. Нью-Йорк много живет, когда люди начнут говорить друг с другом, не информировать, а делиться настоящими чувствами. Могила раскинула ноги и просит любви. Роберт, муж Дженни, он почти зомби. Он ходит, разговаривает, играет на своем саксофоне, покупает продукты, почти как все остальные люди. Прошлого нет, последних 6 лет не было. Дженни его ненавидит. Он превратил ее в дырку, продул насквозь. У него нет чувств, только голос, который он ей дал, нежных рук, обожания. Этого нет. Ни преступления, ни крови. Нью-Йорк! Новый город! В этом году боль вырвала из нее все чувства. Дженни считает, что сознание следует периодически продувать, уничтожая каждую частицу воспоминания, которые ей нравятся. Черная футболка без рукавов стягивает грудь Дженни. Широкие брюки из черной искусственной кожи скрывают отсутствие члена. Тонкая горжетка под леопарда обвивает ее шею. Золотые часы, единственная память о мертвой маме, опоясывает одно запястье. Тонкий черный кожаный браслет другое. Голова обрита почти налысо. Глаза скрыты за круглыми стеклами зеркальных очков. It's up to you.